Прокуратура Коми инициировала уголовное дело в отношении допустивших срыв отопительного сезона в Уктыле. Оказалось, ресурсоснабжающая организация без разрешения органов Ростехнадзора и проведения испытаний изменила технологическую схему работы центральной котельной в Уктыле. В пик холодов компания нарушила график подачи тепла потребителям. Региональные власти помогли стабилизировать теплоснабжение, но хэппи-эндом пока назвать это сложно. И, похоже, это только начало истории. Наталья Юрьевна знает детали. Еще на прошлой неделе температура в квартире Ангелины Радыгиной не поднималась выше 11 градусов тепла. В 2 раза меньше нормы. Газовые плиты и обогреватели работали денно и ночно. Люди согревались как могли. Вот отапливаемся, как ходим. Вот так, и так постоянно, да. Постоянно 2 одеяла, спим по 2 одеялам. А это уже подъезды в уктыльских многоквартирных домов. Всю зиму, особенно в феврале, здесь критические перебои с отоплениями. Полные остановки котельной. При уличных минус 35 и ниже. Несколько лет назад отопление передали в руки частника ООО «Аквасервис». Теплоснабжение города обеспечивается центральной котельной, в которой на 2 работающих котла есть 1 резервный. Резервный котел – это дополнительная возможность в случае нештатных ситуаций. В период аномальных морозов создаются ремонтные бригады, которые всегда готовы оказать оперативную помощь. Причины случившегося выясняют специалисты профильного регионального ведомства. Дабы реально оценить, как они, насколько грамотно управляют собой, да, как они организуют свою работу, мы запросили, чтобы они до 1 апреля текущего года подготовили план оздоровления своего предприятия. В помощь им мы отправили, о чем мы договорились на том же совещании, специалистов нашей республиканской коми-тепловой компании, которые проводили уже не просто визуально, а более детально с изучением документации, аудит деятельности Аквасервиса и аудит в первую очередь технический. У директора котельной Бориса Жашкевича своя версия на происходящее. Он кивает на недобросовестные управляющие компании и изношенность сетей, которые, по его мнению, являются причиной ЧП. На данный момент я ничего не смогу сделать. Не поставить на ремонт котел, не прокислотить его и ничто остальное. То, что от меня зависит, на данный момент я делаю. Я жду конца отопительного сезона, чтобы заниматься котельной. Деньги у меня есть, ее отремонтировать. Но на данный момент я сейчас ничего не смогу сделать. То, что я могу вытянуть, я вытягиваю. И делаю оперативную работу на котельной. У меня никто там не сидит, ногами не шевелит. А ведь именно перепады давления на котельной привели к протечкам батарей в квартирах горожан. К таким выводам пришли в региональном министерстве ЖКХ. Руководитель ведомства направил запросы в МВД, прокуратуру, комитет по тарифам и жилинспекцию для проверки ресурсоснабжающей организации. Подключились и федералы. Ситуацию на контроль взяли в СК РФ. Минимальный пик нагрузок, он, естественно, уже сошел. То есть на следующей неделе там, максимум минус 20 по прогнозу погоды и в дальнейшем, скорее всего, потепление. Вопрос в дальнейшем деятельности предприятия. То есть у прокуратуры, естественно, тот спектр мер реагирования и, в частности, опять же, действия, бездействия органов Ростехнадзора. Что делал муниципалитет, когда котельная непосредственно находится на их территории и обязанность по подготовке к зиме с муниципалитета никто не снимал. Этому всему будет дана оценка. Вопрос только тот, кто будет заходить в зиму. В отличие от вас, я больше не могу подвергать город на такое достаточно безответственное отношение на следующую зиму. Поэтому вопрос следующей зимы – это вопрос сегодняшнего дня. Региональное правительство готовит предложение по изменению теплоснабжения в Уктыле. Ситуация стабилизируется, но все еще на особом контроле. Ну и, конечно, главное, сейчас в домах тепло и есть горячая вода. На сегодняшний день температура в квартире составляет 26 градусов. Но это с 28 февраля, получается, вот стало тепло у нас, да? Вот. Можете попробовать, батарея сейчас кипяток горячий. Да. Анализ структуры собственников объектов ЖКХ и инженерных сетей города, сейчас этим занимаются специалисты, позволит выявить проблемные места в тепло- и водоснабжении в Уктыле, чтобы впредь такие ситуации не повторялись.